Бадрат Зурабович, хотим услышать ваше мнение. Спасибо большое, Сима. Действительно очень важный вопрос. И в рамках отпущенного времени мы не сможем обсудить все возможности, которые необходимы создать для увеличения пополнения бюджета. Но я бы хотел оттолкнуться здесь от цифр и все-таки вернуться к тем цифрам, которые назвал Ягур Амирович. Значит, в 2020 году бюджет нашей страны, собственная ее часть, составляла 4 миллиарда 800 миллионов рублей. За эти 4,5 года в 2,5 раза удалось повысить доходы, собственные доходы бюджета до 12 миллиардов рублей. И это, безусловно, очень хорошая динамика, которая направлена на решение острых задач в экономике. Мы все понимаем, что даже этих сумм не хватает для решения тех острых задач, которые перед нами стоят. Поэтому говорить с потолка о том, сколько нам нужно, это будет неправильно и непрофессионально. Нам нужно усилить работу по собираемости доходной части бюджета. Давайте посмотрим по структуре. Как формируется бюджет нашей страны. Более 95% бюджета нашей страны формируется людьми активными, предпринимателями, бизнесом. Тогда мы можем задаться вопросом, что необходимо сделать? Создать благоприятные условия для ведения бизнеса на территории Абхазии. Безусловно, в рамках деятельности это соблюдение налогового законодательства, усиление, кстати, согласен с необходимостью реформирования налогового законодательства, внедрением новых технологичных, в том числе кассовых аппаратов, для улучшения собираемости, администрирования. И, конечно же, создание условий для бизнеса. Это льготное кредитование, это доступные кредиты. Вы знаете, что за эти 5 лет, за 4,5 года удалось повысить бюджет не благодаря дополнительным налоговым нагрузкам на бизнес, а за счет администрирования, за счет привлечения и создания благоприятных условий в экономике Абхазии. Поэтому я считаю, что такого рода направления необходимо продолжать. Еще раз все-таки возвращаюсь. Не работает бизнес там, где нет правопорядка, нет безопасности граждан нашей страны. Эти вопросы взаимосвязаны. В этой связи мы не можем здесь определить приоритетность одного или другого направления. Все эти работы необходимо проводить параллельно. Вы знаете, что те сложности, которые сегодня возникают, это тяжелый послевоенный период, это отсутствие фактически разрушенная инфраструктура, но потихоньку эти объекты позволяют, при восстановлении позволяют увеличить налогооблагаемую базу. Это такие вопросы, как реализация аэропорта и многие другие вопросы, которые благоприятно скажутся и отразятся на бюджете нашей страны. Но это на перспективу, да? Да.